то февральское утро я воплями не был разбужен и не видел солдата, что в дверь колотил сапогом. Не меня он погнал из постели в студеные лужи, меня не было вовсе, поскольку родился потом. Но февральский набат в мою душу врывается в полночь. Догонял он меня через версты и через года, не смогли заглушить гром тревоги и времени волны. Утром кажется мне, эшелоны уйдут в никуда. Снова перед глазами мелькают вагоны и лица. В вопросительных взглядах стократно читаю, за что. И в конце-то концов ведь должна быть у страха граница. Разве враг тот старик, лет которому минимум 100? Может, девушка та подрывала устои советов, после свадьбы своей не сменив подвенечный наряд? Если это абсурд, почему на приволжском рассвете на остывшую гордость набросилась стая волчат? Приближали восток эшелоны, вернее эшафоты, где обилием слез полноводный Нура и Талас, в материнской утробе вражонок по форме зародыш на 13-й день был уложен на мартовский наст. От 13 дней и 13 лет, что в загоне, том провел мой народ, оскорбленный державной молвой. Все стучат те колеса, несут через память вагоны, только совесть лекарства под утро приносит покой. Не понять сталинисту, что чушь оправдания городит, лишь когда был не страшен действительно вражеский штык, чтоб людей устрашить горькой участью малых народов, был придуман вождем свой предательской сути ярлык. В те суровые годы нам руки подали казахи, в нашей памяти доброй киргизы оставили след. Мы окрепли и духом, и волей от сталинской плахи. Жаль, тиран не увидит сегодняшних ярких побед.